Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Украины и мира темы и разговариваем с наиболее интересными собеседниками, с людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня у нас трансатлантический эфир, трансатлантический Prime, потому что со мной сейчас на связи из города Вашингтона, столицы Соединенных Штатов Америки, российский в прошлом публицист, а ныне политический беженец из РФ, получивший убежище в Соединенных Штатах, Андрей Пиантковский. Здравствуйте, Андрей. Добрый день, Эдер. Все слышно, видно, все хорошо? Вы на моем экране вы выглядите гораздо лучше, чем я. Это спорный вопрос, потому что сейчас кто из нас лучше выглядит в плане информированности, будут решать зрители канала АТР, когда смотрят во всей Украине и во всем мире. И, безусловно, конечно, я хочу, чтобы вы больше, как можно больше рассказали то, что вы видите оттуда. И вопросы будут касаться, я сразу анонсирую нашим зрителям, и выборов Соединенных Штатов, предстоящих, совсем уже близких, да, и, конечно, событий в Беларуси, и, конечно, событий вокруг покушения на Навального и так далее. Может быть, о чем-то Андрей Пиантковский сам захочет поговорить. Но вот в основном темы такие внешнеполитические, темы, касающиеся Русского рейха, как я называю территорию, на которой раньше располагалась некая Российская Федерация. Да, также перед началом эфира хочу... Тогда и Хабаровск не стоит забывать. Если дойдем до Хабаровска, это далеко за Байкалом, пока у нас тут все кипит. Ну да, в принципе, это все связано, но это вы расскажете. Я хочу только напомнить нашим зрителям, что у нас действительно прямой, живой всегда эфир в Прайме и вообще. И у вас есть возможность звонить прямо сейчас по телефону, по Вайберу. Вот этот номер +38 073 419 4158. Он у вас на экранах. Звоните, пожалуйста, и задавайте свой вопрос Андрею Пиантковскому, включайтесь в дискуссию. Ну, як на мій погляд, как на мой взгляд, что господин Пиантковский один из действительно тех людей, которые пишет, анализирует и пишет, и говорит по-русски, и кому можно прислушиваться, не опасаясь, что это человек каким-то образом вписанный в русский рейх, в его либеральный там сегмент или в какой-то еще, потому что Андрей свой выбор сделал, он получил убежище в Соединенных Штатах, и не случайно, конечно, потому что статья 282 это аналог, наверное, бывшей 53-й при Сталине, да, это за что там вас приговорили? 58-й. Да, 58-я. За что приговорили-то вас? Экстремизм и создание экстремистской организации. Ну и как организация? Эта организация называется «Эхо Москвы». Вообще-то должны были принимать ее руководство. Поводом была моя статья, которая называлась «Россия должна выйти из состава Чечни». После этой статьи два так называемых парламента, чеченский и российский, потребовали моего ареста. Угу. Но смотрите, все-таки на свободе ваша бандгруппировка, и мне кажется, она немножко уже причастна к Кремлю, но не будем эту тему обсуждать. Поговорим о другом. Да, я тоже хочу представиться, я террорист, статья у меня немножко другая. Вот. Я заочно арестован, нахожусь сейчас заочно в тюрьме, в СИЗО, но я так полагаю, что Лефортово. Вот. Так что мы с вами где-то коллеги. Вот. Начнем сразу, просто в лоб с темы дня, с покушения на Навального. Ну, как бы покушение это было уже достаточно давно, но буквально вчера, значит, правительство Германии, где находится Навальный на лечении, объявила, что да, новичок, ну, вещество из разряда новичковых, то есть проверенный, так сказать, оружие русского рейха, испытанное. И я бы хотел, чтобы мы посмотрели вместе с Андреем, послушали реакцию правительства Германии на это, затем реакцию Министерства иностранных дел Украины, а потом начнем уже конкретное обсуждение.
За завданням університетської клініки Шаріте в Берліні лабораторія Бундесверу провела токсикологічні дослідження аналізів Олексія Навального. Так, фахівці однозначно виявили сліди застосування нервово-паралітичної бойової речовини з групи «Новачок». Олексій Навальний був доставлений на лікування в Берлін з ознаками отруєння 22 серпня. Те, що Олексій Навальний став в Росії жертвою атаки хімічними бойовими речовинами – шокуюча подія. Федеральний уряд Німеччини засуджує цей напад найсуворішим чином. Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та за кордоном. Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком. Ну, вот такой контекст сегодняшнего дня. Ну, в принципе, можно, чтобы уже совсем вам дать слово это анализировать, давайте посмотрим еще совершенно феерические, наверное, вы, Андрей, видели. Все-таки есть в мире люди, которые знают больше других, которые осведомлены во всех заговорах, которые бдят круглые сутки, так сказать, испуская из себя сенсации всемирные. Таким оказался, естественно, Лукашенко. Александр Григорьевич. Да, Александр Григорович Лукашенко. И он сегодня извините, русский слова начал называть, родил политическую сенсацию. Давайте послушаем его откровений, ну и потом уже. Мы перехватили разговор. До выступления Меркель, она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Варшава разговаривает с Берлином, 2 абонента. Я вам дам почитать его, мы подготовим и направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Я вот процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди? Ну вот то ли пациент, то ли доктор сейчас вещал. А теперь слово Андрею Пьянковскому из Вашингтона. С любого места начинайте. Хотите с Лукашенко, хотите с... Ну, давайте начнем с российского премьера, который с ужасом смотрит на Лукашенко во время этих его откровений. У него еще нет опыта общения с этим субъектом. Вот жаль, что вы не показали. Может быть, в ходе нашей беседы ваши помощники найдут короткое видео, это 2 минуты заявления. Оно очень показательное и по содержанию, и по ее манере. Ну, госпожа канцлер просто шокирована. И возникает вопрос, а что она нового узнала о военном преступнике Путине после Чечни, Грузии, Украины, после убийств Политковской, Литвиненко, Скрипалей. Ну вот не только Меркель, она как бы задала тон. Вот сегодня вся немецкая пресса совершенно на другом языке говорит о своем восточном партнере. Моя гипотеза, что они потрясены откровенной наглостью. Ведь что значит отравить новичком, после того, что миру известно? Значит расписаться. Да, это сделал я, Вова Путин, и вы ничего не сможете мне противопоставить. Вам придется это принять и с этим жить. Собственно, это тоже не новое поведение. А когда они показали 2 убийц Скрипалей, этих самых Шишкиных, Мышкиных, это же тот же самый месседж. Да, это мы. А вы ничего не докажете. А мне все равно. А мне плевать на вас. А когда убийца Литвиненко Луковой был избран в Думу, а за что был избран? За убийство. Было тоже, кстати,
маленькая вишенка на торте. Государственная Дума создала комиссию расследования отравления Навального западными спецслужбами, и комиссию возглавляет, конечно, Уговой. Ну, где-то вот на 20-й год общения с нашим национальным лидером Запад, наконец, кажется, начинает понимать, что это заявление. Знаете, Андрей, это вот есть такой мой любимый анекдот, когда муж в очередной раз возвращается из длительной командировки, заходит, я прошу прощения, в будуар своей жены и обнаруживает там снова ну, не очень одетого мужчину. Но он непосредственно, так сказать, вот стоит просто в сторонке, где-то за шторкой, там, на табуреточке, рядом со шкафом. Он смотрит на него и говорит: а что ты тут делаешь? Муж, он говорит: ну как стою, я там то сантехник, то там, я не знаю, жарко, то что-то еще. Муж смотрит на него, на жену и говорит: опять эта проклятая неопределенность, да? И вот я просто хочу процитировать для наших зрителей, тоже послушайте, если вы не читали реакцию мира. Ну, во-первых, та же самая фрау Меркель сказала, что, но оговорилась, что все равно Северный денежный поток-2, который снабжает Россию всем необходимым для терроризма во всем мире, должен быть продолжен. Это не связано, так сказать, с покушением на Навального. Насколько я помню, так было. Но сегодня своеобразный рекорд поставил тоже Госдеп США. Я зачитываю. Значит, отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок» осложняет честную и прозрачную дискуссию с Кремлем. 2020 год. Соединенные Штаты Америки, Госдеп вели до этого честную, открытую дискуссию с Кремлем, но немножко осложнила эта дискуссия, там, 800-е по счету убийства, да? А фрау Меркель, вы упомянули тоже, это не упомянули, знаете, что вообще-то 40 человек немцев было в сбитом малайском Боинге граждан Германии, на что блестящим образом Бундестаг и фрау Меркель закрыли глаза и продолжали сотрудничать. Сименс вез турбину в Крым, продолжается плодотворное сотрудничество по Северному потоку и так далее, и так далее. Вот. И я хотел, чтобы мы вместе посмотрели и обсудили, какие могут быть вообще санкции за это. Вот такой господин Петер Стано, спикер по вопросам внешней политики и политики безопасности Евросоюза, тоже разродился некой реакцией на покушение на Навального. Давайте. На цьому етапі немає розслідування, яке б вказало, хто відповідальний. Ми у ЄС були дуже чіткими у своїй реакції. Ми хочемо побачити, як відповідальні притягнуті до відповідальності. Але для цього має бути розпочате розслідування і повинні бути результати. Цього ще немає, тому наразі складно говорити про покарання. Комментируйте, Андрей. Вам из-за океана видней. Ну, вы все говорите правильно, но без нюансов последнего дня. Я попробую как-то эти нюансы добавить. Ну, во-первых, заявление Меркель о том, что покушение на Навального и Северный поток – это разные вещи, оно было за день до вот этого решающего свидетельства в лаборатории Бундесвера. И вот уже после ее риторика и стилистика изменилась. Хотя она самый горячий сторонник Северного потока в Германии. Она как-то связала с этим даже свою политическую судьбу. Ну, чтобы уже не возвращаться к Северному потоку, я рискну все-таки дать прогноз, что Северного потока не будет. Вот сегодня не только официальное заявление партии «Зеленых», но соратник Меркель по фракции, и, кстати, председатель комиссии по внешней политике Бундестага, он тоже категорически заявил, что настало время... Он точнее сказал, что если мы не откажемся, это даст Путину подтверждение его безнаказанности. Что касается заявления юношей из Европейского Союза, оно тоже было сделано
вот до последнего заявления. Вот, э, экспертиза Бундесвера, она стала таким рубежом, который, мне кажется, внес качественные изменения в отношении к Западу Владимиру Путину. Вы скажете, что это мой виш Цинкин. Я так надеюсь, да, я так надеюсь, но вся лингвистика, весь язык сегодняшнего дня показывает, что вот формула «опять эта проклятая неизвестность исчерпана», наступила проклятая известность. Что касается Соединенных, это как-то мне ближе. Вот вы процитировали заявление Госдепа, я должен его посмотреть на английском языке. Там масса нюансов. Мне кажется, что то, что прошли сейчас по-русски, это более мягкая версия. Потому что есть масса заявлений, ну, например, беспрецедентное заявление в лицо господину Лаврову, нашему Риббентропу, замминистра, секретаря Бейкин, после этого посетил Киев, делал не менее твердо, что если факт отравления Навального подтвердится, то мы ведем против вас санкции, перед которыми помер все прежние. Я думаю, что вот сегодняшний день внес определенные изменения в реакцию Запада. Андрей, скажите, пожалуйста, а какие санкции имеются в виду? Потому, понимаете, когда заходит разговор вот и о Беларуси тоже, да, и вот после покушения на Навального, они, ну, Запад часто подчеркивает персональные санкции, санкции против ответственных по результатам расследований. Понятно, что никакого расследования не будет, но назначат кого-то ответственным, как, ну, к примеру, да. То есть есть огромная разница между персональными санкциями, которые в целом русский рейх совершенно не пугают, да, потому что есть фюрер, как бы остальные, ну, должны чем-то жертвовать ради, так сказать, своей нации и ее величия, да. Вот. Речь идет о персональных санкциях американских или речь идет о другого уровня, другого масштаба санкций? Вот это ключевая разница, как вы думаете? Есть персональные санкции, которые имеют некоторое отношение, сейчас я об этом расскажу, которые очень пугают и русский рейх, как вы говорите, и его фюрера. И закон об этих санкциях принят был более 3 лет назад, 2 августа 2017 года. Это первый год президентства Трампа. Несмотря на противодействие Трампа, почти единогласно республиканцы, демократы приняли закон о санкциях против стран, ведущих агрессию против Соединенных Штатов. Имелось в виду тогда Россия, Иран и Северная Корея. В частности, что касается России, одним из первых пунктов было арест, замораживание счетов олигархов и чиновников, близких к Путину. И особым пунктом требовалось, Министерство финансов обязано было в течение 90 дней представить вот этот список этих людей Конгрессу и общественности. 90 дней истекали 30 января 2017 года. И я помню, как ожидала вся Москва этого списка, который оказался, как назвали, такой телефонной книгой, списком высших со Старой площади и Кремля. Но важно другое. Конгресс после принятия этого закона запретил сам авторитетный think tank в Вашингтоне Atlantic Council ставить свои рекомендации по имплементации этого закона. Atlantic Council создал такую рабочую группу, в ней участвовало 4 человека. Это, во-первых, Дэниел Фрид, бывший государственный секретарь, который много лет был ответственным в Госдепартаменте за санкции. Человек очень четко понимающий путинскую систему, ее уязвимость. Артур Асланд, который
кто известен у вас. И 2 российских, Ларионов, наш покорный султан. Мы составили там рекомендации. И вот одну из фраз, которую я написал собственной рукой, надеюсь, быть потом написано в качестве эпитафии на каком-нибудь монументе на моей могиле. Она звучала, я перевожу на русский, что активы этих людей должны быть заморожены, арестованы и в соответствующем судебном порядке переданы законному владельцу, первому посткриминальному правительству России. Это была официальная рекомендация Атлантика. Ну, у первого посткриминального правительства России большие возможности распорядиться этими деньгами. Андрей, Например, вы все-таки не ответили на мой вопрос. Санкции могут быть не персональными, а против экономики России, против чего? Или пока не уточняется это? Так я веду вас к тому, какие санкции, на мой взгляд, являются единственные, которые являются болезненными для, еще раз повторю вашу формулировку, я не буду ее оспаривать, Русского Рейха. Так вот, об этих активах. За эти 4 месяца, пока ждали списка, они были оценены самой авторитетной американской экономическим институтом, American Economic Institute. Это примерно 1 триллион долларов, точнее там 1,3 триллиона. Ну, неплохо, долларов. неплохо. Да. Одновременно параллельные расследования вели в Британии, и там тоже цифра оказалась 1 триллион, и она совпала, вот недавно промелькнула оценка в интервью моего очень информированного коллеги, профессора Соловьева, называемого, что у него есть действительно источники, которыми я, например, не обладаю, внутри путинского бункера. Там есть люди, которые заинтересованы в отстранении Путина от власти. Так вот, по оценкам, которые Соловей процитировал, общая сумма активов за рубежом людей, близких к Путину, составляет 2,5 триллиона. Это совпадает группа. Американский триллион, британский, ну и, наверное, по триллиона на Кипре. Так вот, продолжалась борьба за этот триллион. Я прервался на вопросе о том, как можно использовать этот триллион. Ведь если правительство будет посткриминальным, такому мы рекомендовали отдать этот триллион, то оно признает естественной преступной войну с Украиной, и часть этих денег пойдет на выплачивание законных репараций Украине от государства-агрессора. Администрация Трампа сделала все, чтобы затормозить реализацию этого закона. Но, наконец, в апреле Министерство финансов арестовало счета 8 людей из этого списка, и среди них очень известный Дерипаска. Вот что очень важно для понимания ситуации в России, это вызвало громадный энтузиазм в России, причем на всех уровнях, от рядовых людей до депутатов Думы, разных фракций. Если мы не смогли никогда, так хорошо, что кто-то восстановит справедливость. Была жалкая попытка власти создать какую-то симпатию к нашим видным бизнесменам, которые подвергаются дискриминации. Но все это было сорвано волной. Резко изменились даже на 2 недели опросы общественного мнения по отношению к Соединенным Штатам. То есть
оказалось, что это единственная мера, которая не только бьет по российской верхушке, но подрывает, радикальным образом подрывает ее поддержку в стране. Я тогда написал... Андрей, мы знаем, что как бы, когда таких вот олигархов, жирных воров там как-то наказывают, конечно, это нравится российскому обществу, но я сейчас хочу вернуть нас к теме покушения на Навального. Мы слишком далеко ушли в предположениях там санкций, добро бы, чтобы они были серьезными. Вот ваш прямой ответ. Навальный, покушение на Навального было совершено по личному распоряжению Путина или как? Безусловно. Так же, как Немцов. Навальный и Немцов — это номенклатура первого лица. То есть без Путина, да, знаете, такие версии звучат в Украине. Вы часто говорите «наши», но вы в эфире украинского телевидения, поэтому я уточняю, что речь идет о российских делах, потому что сейчас говорим об этом, да? Вот, но... Ну, во-первых, это, как впервые осмелилось сказать немецкое руководство, я еще раз подчеркиваю, сегодняшний день для меня, наблюдающий вот с таким же, как и вы, раздражением за реакцией Запада на продолжающееся преступление Путина, сегодня был день сенсационный. Таким языком о Путине раньше не говорили. Мне кажется, что вот пройдена какая-то точка невозврата. А что это же очень просто. Ну, это боевое отравляющее вещество. То есть никакая частная лавочка, ну, включая даже какого-нибудь близкого, там, Пригожина или Кадырова. Кадыров мог убить кого-нибудь, или Пригожин, но не химическим оружием. Но это личная печать президента так называемого Путина, да? Вот поэтому я начал с этого. Вот поэтому такая реакция была Меркель. Меркель и западные лидеры поняли, что это печать, направленная им. И нам с вами, мы уже давно знаем, что стоит за этим убийцей. Он им говорит, да, это сделал я. Я убил Литвиненко, Скрипаля, и вот час Навального. И вы со мной ничего не сделаете. Вы будете продавать Северный поток, вы будете говорить со мной о безопасности и так далее. Вот я думаю, впервые Запад понял, что это личное послание его лидерам, его первым лидерам. Смотрите, теперь хочу обсудить, что последует за этим посланием, да? Значит, многие тут, аналитиков всяких разных много, говорят там, что это невыгодно Путину, не только из путинских там, да, что это ему осложняет внешнеполитическую жизнь, что это связано с Белоруссией и так далее, и так далее, и так далее. Вот мой прогноз такой, что если сейчас вот так, как вы говорите, действительно резко обострятся отношения Запада, к США и Европы даже вместе с Путиным, да, и это придаст ему дополнительной мотивации для жесткого аншлюса Беларуси, и противостояние ускорится. Я не оцениваю сейчас, хорошо это или плохо. На мой взгляд, хорошо, чем быстрее, тем лучше, потому что он все равно это сделает, да. Но вот этот конфликт, он к чему может привести, вот эта реакция Запада относительно Беларуси хотя бы? Отсутствие реакции Запада, а отсутствие, мы с вами понимаем, какие-то традиционные вот такие средние санкции. Реальные санкции — это со стороны Германии отказ от Северного потока, а со стороны Соединенных Штатов арест русского триллиона. И это тоже на обсуждение сейчас. Для этого есть закон. Это находится на обсуждении в Сенате, объявление России государственным спонсором терроризма. Вот, это ключевой момент, потому что с такой формулировкой там начинается совсем другой уровень санкций, да? Я говорю о 3 вещах. И даже Северный поток — это самое незначительное. Это некая экономическая вещь, но это символично. Как вы можете спонсором терроризма еще Северный поток? Но вообще, конечно, Меркель, вот я всегда знал, что она где-нибудь упадет в эту лужу, когда-нибудь. Она так этот поток защищала, просто как какой-нибудь Шрёдер, да, имея при этом более приличный типа вид, да? А теперь что делать, да? Тем более, скорее всего, она
не замешана в личной коррупции, как Шредер. Удивительно вот ее. Да, тем более какой глупо такой- это выглядит. Тот хотя бы за деньги продавался. Ну, вы знаете, вот это, наверное, были соображения внутренней политики, компромисс с социал-демократами и так далее. Ей хотелось казаться умеренной, а не отвязанной русофобкой, как мы с вами. Вот. Но вот сейчас для нее это момент истины. Ну да. Я бы немножко переформулировал этот вопрос. Вопрос не в том, как Путин поведет себя, если будут санкции. Да так, как вел. А как вот если не будет санкций, вот это для него последний сигнал на абсолютную безотвязанность не только в отношении Беларуси, но и Украины. Ведь был же разговор, я не знаю, по-моему, с вами говорили, это зафиксировано, это мои источники и в Вашингтоне, и в Москве. 19, кажется, апреля секретарь Совета Безопасности Соединенных Штатов Роберт Брайан говорил с своим коллегой Патрушевым. И он его предупредил очень конкретно, что если будет военная эскалация в Украине, и что неожиданно он добавил, и попытка аншлюса Беларуси, то последуют очень жестокие санкции. То есть все меры, кроме военных, а именно вот те, которые очень жестокие санкции на американском языке означают арест триллиона и объявление России государственным. Андрей, я хочу, чтобы мы вернулись к тому, о чем Лукашенко. Лукашенко пытался вот как раз в разговоре с этим вот человеком, премьер-министром путинским, намекнуть на то, что вот они, понятно, что это бред, там, фальсифицировали там анализы Навального, чтобы Белоруссия, да, вот как-то он увязывает это с Белоруссией. Как, на ваш взгляд, это в реальности увязано? Вот покушение на Навального и желание Путина относительно Беларуси. Лукашенко сейчас в отчаянном положении. Он 25 лет вел очень успешную игру, да не с Путиным, Путин-то появился 20 лет, а всей российской элитой, помешавшейся на объединение с Белоруссией и преодоление крупнейшей геополитической катастрофы XX века. Он все время обещал им объединение. Помните еще 90-е годы, когда вы, наверное, освещали это еще в Москве? Ну, конечно, помню. Это разговор вечный был, да. Каждый год он приезжал в Кремль, разбивал стакан с водкой, очень эффектно, в грановитой палате, подписывал очередное соглашение о всеобщем, полном, глубоком, глубочайшем объединении и уезжал там десятками Но сейчас, Андрей, сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас, по сути дела, вот то, что мы видели, это Лукашенко читал стишок на табуретке. Значит, причем даже его, может, его и не просили стишок читать, но он сам его выучил, встал на табуреточку и прочитал. Он настолько Потому что раньше он играл, сохранял свою власть. Он же надо отдать ему должное. Он же все-таки обманывал этих помешавшихся на своих имперских фантазиях придурков в 25 лет. Но все кончилось уже. Теперь он попал... Речь идет не о власти, а о жизни. Путин его крепко держит за горло, за яйца, за все, что угодно. И Путин сейчас понимает, что если Лукашенко снова его пытается обмануть, он просто или убьет его новичком, или отдаст его восставшему белорусскому народу на рассержание. Поэтому он пляшет пионером, как вы сказали, на утреннике. Путин бешено форсирует аншлюс. Его задача... Как он будет выглядеть, этот аншлюс? Вот расскажите ваше видение. Какие варианты? Они все сказали об этом. 1 сентября об этом очень синхронно, видимо, сверив часы, сказали в одной и той же формуле 3 человека. Лавров на встрече со студентами, Лукашенко, такая пассионария белорусской революции, госпожа Колесникова, вместе с возникшим из тюремных застенков на телевизионном экране товарищем Бабарик. Они все говорили совершенно в одних терминах. Пенсионная реформа это как бы
конституционная реформа, в рамках которой преодолен политический кризис. Это будет обсуждение новой конституции, которая плавно перейдет в обсуждение конституции союзного государства, у которого будет общенациональные органы, и просто там какой-то потешный президент, Генеральная ассамблея, настоящий президент, премьер, судебные органы, таможенные, финансовые, единая валюта, конечно. Все это прописано давно в так называемой 31-й дорожной карте, которую Лукашенко категорически отказался писать в декабре и январе. Ну, Вот сегодня у него... Как вы думаете, Андрей, вот он будет, ну, извините такую фразу, ну, это в их терминологии бандитской, кремлевской, он будет нагибать именно Лукашенко все подписать, да, и причем в ближайшее время, или же... Конечно, конечно, Лукашенко, потому что никто другой уже не подпишет, потому что на сцене появился совершенно новый субъект, о котором не имели никакого представления ни Лукашенко, ни Путин, белорусский народ. А вот что с ним делать? Что делать с этим народом сейчас? Вот как... Да. Вот я скажу две вещи. Одну вещь, вот то, что не понимает Путин, что этому народу аншлюс уже не навязать. Посмотрите на этих людей. И они это уже поняли. Смотрите, как изменились лозунги демонстрации последней воскресной 29 числа. 27-го они все слушали интервью Путина, который он обещал прислать им 6 тысяч новых врачей в поддержку генералу Караеву. И они вышли на демонстрацию уже не с лозунгами против Лукашенко, а независимость и мир. Независимость от России и мир, то есть против войны, которую обещает и которую угрожает им Путин. Путин понимает, что единственная возможность заставить какие-то белорусские власти подписать бумаги формальные об Аншлюсе, это вот этого полностью затравленного и обосранного Лукашенко. И это надо делать скорее, потому что мало ли что с ним в ближайшее время случится. Лукашенко объяснил, что вот он должен все сделать, а потом следующий шаг. Все-таки, я излагаю вам расчеты, они не оправдают, потому что есть белорусский народ, о котором он ничего не понимает. Но он считает так, да, потому что потом это будет на референдуме, нужно будет убеждать Беларусь. Для этого два аргумента. Первое, я свяжу это как бы с конфеткой избавления от кровавого тирана. Лукашенко все подписал, продал Белоруссию, написал новую конституцию, обещал, что после референдума он уходит. Так что голосуйте за новую конституцию, вы избавляетесь от тирана. И второй, он же реализовывает сегодня Мишустин уже реализовывал новые экономические подачки, ну все как шло прежде. То есть новые миллиарды долларов. Но они, с одной стороны, уродовали белорусскую экономику, просто замораживая его советскую всю тяжелую промышленность, но зато как-то власть возможность платить за... Скажите, Андрей, как вы думаете, вот этот аншлюз, политический аншлюз, да и военный, я думаю, тоже, я уверен, что уже русские солдаты есть там в какой бы то ни было форме, он будет быстрым? То есть, скажем, до Нового года, тут же надо еще учитывать то, что сейчас у власти находится Трамп в Соединенных Штатах, а 3 ноября выборы, да, и там есть период доинаугурационный, там в январе, по-моему, да, вот, и как-то этот вопрос, Трамп вряд ли будет на это реагировать жестко, и, может быть, успеть при Трампе, если он, конечно, не будет избран, но в любом случае, это вопрос ближайшего времени, вот это оформление союзного государства, так называемого. Этот вопрос решается на наших глазах. Посмотрите сегодняшние переговоры с Мишустиным. Там же уже договорились о военных маневрах. Завтра этот самый министр обороны с говорящей фамилией Хренов, по-моему, едет в Москву на переговоры с Шойгу. А Мишустин говорил, что, во-первых, они сегодня урегулировали нефтяные цены, то есть в этих вопросах там пошли, короче, миллиарды долларов впрыскиваются для демонстрации массам
экономического улучшения положения. И, кроме того, ну вот не хотели Лукашенко, уйдет Лукашенко. Смотрите, 10-го они... войска войдут, ну я имею в виду не отдельные какие-то там части, да, а вот именно войска войдут под предлогом учений, да, в Беларусь? В войсках в таком вторжении классическом, как было в 1956 году в Венгрии и в 1968 в Чехии, никакой надобности нет. Там в Венгрии там повстанцы сражались, у них уже были свои вооруженные силы, на сторону которых перешла часть венгерской армии. В Чехословакии тоже непонятно, что будет делать армия. Здесь Путин бросает... Кого он предложил в первую очередь? Правоохранителей. То есть такой же ОМОН, как 1500 карателей у Лукашенко, их же не хватило на всю Беларусь. Они покрыли Минск, но Лукашенко испытывал дефицит этих карателей, в первую очередь их бросил. Войска вводят... Там не нужно сражаться ни с какой армией. Путин будет действовать довольно такими дозированными средствами. Нужны будут люди, которые подавят возможное возмущение против вот тех же условий этого аншлюса, который будет 10 числа подписан. Ну, кстати, 10 числа будет подписана бумага, на которой не будет заголовок «Аншлюс». Там будет произнесено сегодня, кстати, и Лукашенко, и Мишустин. Идет же эта классическая операция. Каждый, повторял в Беларуси, независимое суверенное государство, оба они это повторяют. И это будет записано в первой статье новой Конституции союзного государства. А дальше будет записано и про общий парламент, суд, президента и все органы, вплоть до местной власти и так далее. То есть они собираются продать аншлюс, на котором не будет написано слово «аншлюс», сопровождая это финансовыми подачками локальными, точными, и как бы подмигивая народу, ну мы вот вас и освобождаем от правового тирана. То есть это ближайшие недели. Скажите, Андрей, а будет ли в связи с этим, но если союз, то все равно Путину нужно показать, что он, ну как бы это ни называлось, но вот простой такой избиратель у ларька где-нибудь там в Пензе должен быть уверен, что Россия приросла землями, да, вот империя его то есть это надо дать понять. Будет союзный президент будет, вот на выборах союзного президента и увидите. Это союзный президент будет Путин, конечно. Путин, конечно. Лукашенко, если будет себя хорошо вести, ну, я не знаю, что-нибудь, может, получит счетную палату, может быть, еще что-нибудь, не знаю. Да. И он понял, что... красивая деталь. Я не знаю, у вас в Украине обратили внимание на Поленько забрал документы из Минского лицея и с 1 сентября зачислен в одну из престижных московских школ. Это как древнерусские князья всегда посылали в Орду своих детей в качестве заложников. То есть думаете, Путин в заложники Коленьку взял, да? Ну, Лукашенко и Коленьку, и кого угодно продаст. Он сражается сейчас уже просто за жизнь сражается. Скажите, Андрей, готов ли Лукашенко, ну понятно, теперь уже с покровительством Путина и под руководством Путина нет никаких сомнений, стрелять в случае необходимости по своему народу? Оба они готовы стрелять. Оба они готовы стрелять. И если что-то связывает два события Навального и Беларуси, то и новичком травить, и стрелять, что угодно. И город Алеппо уничтожить с воздуха, в том числе и химическим, они способны... Не, ну понятно, сирийцы же вообще не люди, да, там это на них тренируются, да. Если будет политическая целесообразность, способны на все. Я хотел бы немножко, у нас 10 минут осталось, еще хотел бы коснуться, знаете, какой темы? Вы же в Соединенных Штатах живете, читаете, смотрите. Понятно, что вы не гражданин Соединенных Штатов, но все равно. Вот выборы, 3 ноября. Все боятся давать какие бы то ни было прогнозы. Я не боюсь. Говорите. Победит Байден.
Ну, борьба будет достаточно такой жесткой. Ну, во-первых, у него все время очень устойчивый перевес в вопросах общественного мнения. Мне могут сказать, что у Клинтон тоже был перевес в общественном мнении, что прогнозы ошибаются. Во-первых, прогнозы не ошибаются. Прогнозировали тогда общенациональное голосование. И как было у Клинтон преимущество 3%, так она и выиграла с 3%. Ну, по штатам, понятно, надо считать. Просто президента выбирает коллегия выборщиков. И вот тогда демократы удивительным образом просмотрели этот нюанс. Правда, это не так удивительно, потому что за всю историю Соединенных Штатов только трижды выбор национальный не совпадал с большинством в коллегии выборщиков. Один раз это было где-то в середине 19 века, а два раза на наших с вами глазах. Алберт Гор до этого. Это Буш опередил Гора и Трамп. Ну, третий раз в одну воронку не попадают, тем более теперь демократы громадное влияние, громадное внимание уделяют вот этим swing states, в частности, вот Байден сегодня поехал в Висконсин. Немножечко вот заколебались люди и многие комментаторы в России, в Украине после съезда республиканской партии, который пришел, я как эксперт могу сказать, был проведен блестяще, Трамп отгрыз там 2 или 3%. Ну вот сегодня поступили новые данные, все вернулось на круги своей. А ну расскажите, какие данные? Вот озвучьте, мы же не знаем. Ну, так, 50-43, вот так, самые устойчивые. Там разных агентств, примерно вот так. Очень интересно по разбросам гендерным, социальным. Ну, у женщин Байден выигрывает 20% примерно разрывом, 50 против 36. Единственная такая, у образованных мужчин тоже Байден выигрывает. Единственная категория верных сторонников Трампа – это необразованные белые мужчины. Это, наверное, вот иммигранты из бывшего СССР в основном. Ну, я бы уточнил так. Я бы добавил, это ваше замечание довольно тонкое, с которым я согласен, поэтому я свяжусь с постерами. Две категории. Необразованные белые мужчины, это вот основное такое американское быдло, и образованные жители Брайтон-Бич. Я хотел бы подчеркнуть, это жители Брайтон-Бич с советским образованием. Советским, да. Советские образованцы с Брайтон-Бич. Вот это две устойчивые, совершенно непоколебимые сторонники Трампа. Скажите, Андрей, вот предположим, давайте так, раз уж вы полезли как бы вот в этот кузов, как грусть из русской поговорки, ну вот победил Трамп, например, предположим, да? Что изменится для Украины, что изменится для Путина, что изменится для западного мира в целом, для противостояния России и так далее. Вот ваш прогноз. Для этого надо объяснить, почему я против Трампа. Вы правильно сказали, я не гражданин, не конгрессмен, я всю жизнь болел за республиканцев. Конечно, я по своему профилю американскому республиканец. Я против Трампа, потому что он ничего общего не имеет с республиканскими традициями. Он отбросил все постулаты американской внешней политики. Вот мы с вами жили в тоталитарном Советском Союзе. Миллионы таких же людей в Восточной Европе. И они всегда знали, что есть то, что своими недостатками, ошибками, иногда преступлениями, но есть что-то противостоящее коммунистическому аду, что называлось Запад и свободный мир. И у Запада, и у свободного мира был всегда лидер. Президент Соединенных Штатов воспринимался как лидер вот этого Запада. Так вот, Трамп, его беда в том, не то, что он не выполняет обязанности лидера свободного мира, как говорят комментаторы, кресло лидера свободного мира пустует. Вот, например, в Украине я чрезвычайно высоко ценю роль
в Украине моего хорошего знакомого Курта Волкера. Вот Курт Волкер выполнял в Украине роль лидера свободного мира. И поэтому... Слушайте, Андрей, ну сам Джо Байден, я прошу прощения, он в Украине бывал много раз, он ездил на фронт, он выступал на Майдане. То есть, вот как его, мы же в украинской аудитории, сейчас с украинской аудиторией разговариваем, как будет вести себя Байден по отношению к Украине в ее противостоянии с Байден Россией? сказал, и совершенно искренне, глубоко и убежденно, что в случае моего избрания моим основным приоритетом во внешней политике будет поддержка Украины. Вот, так проблема Трампа была, как я сказал, не то, что он плохо выполнял обязанности, он не понимал этих слов. Он не понимает слова «Запад» или «свободный мир». Он мыслит все внешние отношения Соединенных Штатов в контексте споров хозяйствующих субъектов. Но смотрите, Вот. Андрей, вот вы говорите, что он типа не понимает, но почему-то он кидается на Китай, он кидается на кого-то еще, да, и только одна страна, на которую Трамп не кидается, да, это путинская Россия. Он всячески пытается вернуть там в клуб великих держав, туда вернуть, говорить с Путиным и так далее, и так далее. То есть, как бы вот тут, мне кажется, не дурость, а... Нет, как бы, есть, да. есть определенная психологическая зависимость. Но я думаю, что вот там первая причина, которую я назвал, она значительнее, чем любой зависимости. Он так действует. Он действует так, как нужно Путину во многих случаях. Не потому, что он агент Путина, он уже сам так искренне думает. И это гораздо ценнее. Но Путин чем- его кумир, он же неоднократно заявлял еще Гораздо- раньше, да. Он ненавидит НАТО, он делает все, чтобы разрушить НАТО, он делает все, чтобы разрушить отношения с западными союзниками, с той же Германией на Дальнем Востоке. Его политика, она идеальна для Путина не потому, что он старается, я даже отвлекаюсь от этого, зависим чем-то или нет. Гораздо более фундаментальная причина, что он безграмотен, у него нет внешнеполитической картины мира, но есть набор вот каких-то примитивных убеждений. Они заключаются в том, что никаких союзников... Америка first, это значит, что Америка не должна вступать в никакие союзы. Америка first ведь взята от гитлеровских поклонников в Соединенных Штатах 30-х годов, которые боролись с Рузвельтом. Их возглавлял знаменитый пилот Линдберг, то есть мало кто о нем помнит. Это лозунг американских изоляционистов. То есть Путин уводит Америку с глобальной арены, оставляя возможность игры для Путина, которой он прекрасно пользуется, и поэтому в такой степени обнаглел. Но смотрите, вот... Да, я сейчас скажу, что вы мне возразите, слушайте, и справедливо, и объясню, в чем дело. А ведь Трамп предоставил джавелины, которые Обама отказывался. Дело в том, что Трамп уже не реализует внешнюю политику Америки. Внешнюю политику Америки реализует так называемое глубинное государство, Deep State. Это как раз те атлантисты, которые были возмущены и напуганы, если хотите, вот всем крушением всех основ американской внешней политики. Так вот, я вам скажу, что к Deep State принадлежит и Помпео, государственный секретарь, и Эспер, министр обороны, и Байден, бывший. Это глубинное государство, и у них один и тот же взгляд на внешнюю политику. Поэтому, конечно, громадным успехом для Украины, для России, настоящей России, а не путинской, будет. Но даже в случае маловероятной победы Трампа, я думаю, что глубинное государство, о котором оно останется на своих позициях. Хотя это крайне неприятно. Во втором своей кандидатуре Трамп может обнаглеть после второй победы и подталкивая Путина пытаться этому глубинному государству противостоять. А на сегодняшний день позиция последнего политика Марко Помпео вполне удовлетворяет меня, и она вполне отвечает интересам Украины. Андрей, спасибо. Насыщенные 55 минут практически нашего эфира подошли к концу. Да.
Я вам страшно признателен, что нашли время и очень содержательно, детально ответили на мои вопросы. Много рассказали из того, чего я, допустим, даже и не знал. Да, спасибо. Я неосторожно дал много прогнозов, вот давайте их обсудим, когда они... Давайте, но за прогнозы придется отвечать перед историей. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей. С нами был Андрей Пианковский, публицист и политэмигрант из России, который живет сегодня в Соединенных Штатах. Это была такая достаточно высоколобая программа, я понимаю, но мне кажется, было все равно интересно, потому что АТР — это канал, на котором люди пытаются найти суть. Смотрите АТР. Всего доброго, до новых встреч.